Как известно, алагирцеев раньше называли валагирцеи. Про это есть и разные труды историков, к примеру, русский историк З.Ж. Глашева писала про осетинский народ и упоминает Валагирский округ и общество валагирцеи. Источник З.Ж. Глашева. Новые документы по истории Института пристатства на Северном Кавказе. Проект П. Х. Грабе, 1839 год. Немецкий историк Генрих Юлиус Клапрат, описывая столкновения в древности осетинских племен, писал: «Валагиры и другие осетины, живущие на Аридоне, находятся с дигорцеями в постоянной вражде и производят на их территорию частые грабительские набеги». Источник Генрих Юлиус Клапрат. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в 1807-1808 годах. Это обычные племенные столкновения древности, которые бывали у любого кавказского народа. Интерес здесь в другом, почему алагирцеев раньше называли валагирцей. Откуда это название? Возможно, ответ можно найти в чеченской истории. Например, некоторые ингуши и сегодня утверждают, что в Алагире жили их предки, то есть чеченоязычное население. Но и это не все. Чеченцам известно село Валарк, Валерик, село в Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики. Село расположено по обоим берегам реки Валерик. Чеченский историк Лема Цейнтароев пишет: древнейший и буйный чеченский аул Валерик. По рассказам людей, жители этого аула отличались своим беспокойным характером. По преданиям, его заложил Вакал. Вакал был аборигенным акинцеем, являлся потомком Вока Пулы. Источник Чечен-Инфо, Геладхай, Гулет Цеи. Кто они? Чеченский историк А. Сулейманов пишет: Валерик, селение в Ачхой-Мартановском районе, лежит на одноименной речке Валаркхи. Основан чеченцами. Проживают Бацей, Сеантарой, Галай, Кий, Айккий, Малхий, Нашхой и другие. Источник А. Сулейманов. Топонимия Чечни. Возможно, валагирцеи ранее жили как раз там, а название произошло от аула Валарк, Валарк, Валагирцеи, или от реки возле аула Валаркхи, Валагирцеи. То есть, гипотетически можно допустить, что старое название алагирцеев, Валагирцеи, связано с чеченским селом Валарк. Возможно, произошла трансформация Валарк, Валагирцеи, Алагирцеи. Есть и другой интересный момент. Как мы поняли, село Валарк было основано изначально акинцеями, а на чеченском форуме опубликовали информацию, которую опубликовал на Фейсбуке чеченский ученый-генетик Хусейн Чакаев. Он пояснил следующее: пришли данные коренного акинцеа, прямого потомка Вакхалапулы, исторического персонажа и одного из основателей акинского общества в Горной Чечне, Галанчожский район, фамилия Бикмурзаев, тайп, род, Лам Айккии, национальность чеченец, гаплогруппа G2A1. И данные Дударова из Северной Осетии, потомка исторического Дудара, выходца из Чечни, общество Аки, G2A1. Источник Громос, Чеченская Республика, чеченцы, Тейпы, Айккий, Дарьяльское ущелье, принадлежало чеченцам Дударовым. А по осетинскому ДНК-проекту прекрасно видно, что геном G2A1 составляет чуть ли не 80% осетинских фамилий. Естественно, это охватывает скорее всего и алагирские фамилии. Источник Family Tree DNA, Ossetian DNA Project. Дальнейшие исследования и генетические ветви покажут, конечно, картину лучше. Но не исключено, что алагирцеи вправду могут быть потомки чеченцев, быть может и конкретно акинцеев. В чеченских преданиях также помимо всего известно, что и дигорцы и двалы, туальцеи, тоже выходцы из чеченцев. Чеченский ДНК-проект показывает в целом, что у коренных чеченцев есть разные гаплогруппы, и G2, и G2, L3, и Q и так далее. Мы лишь привели возможные параллели под G2A1. Источник Family Tree DNA, Чечена Овче DNA Project. Если же мы посмотрим, к примеру, на чеченские башни Чеберлоя и алагирские башни, то можно видеть, что они фактически одинаковые по своему строению, что может говорить о том, что башни строило одно и то же население.
чеченским и осетинским историкам. На наш взгляд, следует обратить внимание на все эти данные. Это интересные параллели. По рассказам самих алагирцеи в одно время попали под оккупацию фашистских войск. Фашистские войска, вторгаясь в Алагирский район, истребили массу населения. Произошли бои, фашисты победили и оккупировали район. Но алагирцеи не дрогнули, те, кто успел, взяли оружие и ушли в ближайшие леса. Алагирцеи совершали вылазки из лесов, нападение за нападением, уничтожая оккупантов. Фашистам крайне неспокойно жилось в Алагире. Потом произошли новые масштабные бои, фашистские войска были выбиты из лагеря.